Друзья, ну что, крайний день, самый напряженный. Завтра утром выезд. Собираться я, уже время 8 час вечера. Дома я подсобрал вещи, сейчас вот часть вещей на дачу у меня. Буду сейчас собирать. К нам как раз приехали родственники. Так что меня проводят не только родители, но еще и тети. Две тети, сестра двоюродная, брат двоюродный и племяшка. Труженики наши. Работаете, пока мне... У меня стартовое видео, как все. Ведем борьбу со снытью. С кем? Это кто? Боремся со снытью. Вот это сныть. Сныть это что? Сныть это вот такое растение, видишь? Она хоть и съедобная, но она как заполоняет все. Так вот давай кушать его. Все, Я буду в борщ этом варить. даже он, где лук, чеснок, полно. Ой. Но лишнее мы все убираем. А покушать мы сейчас сядем покушать? Да, там Я окрошечко. проголодался. всё. О, окрошка сделали. Салатик. Да, сейчас пойдем. Круто, круто. Окрошка. Перекусим. Не, я не поехал в итоге сегодня. А где ты шлялся? Собирался, вот и представьте, я бы поехал. Это я сообразил, что я... тебе это самое ехать, если завтра туда поедешь? Завтра же поеду, да. Но я думал, что там я рано поеду и не успею, а там с 11 не работают. Но в итоге, что рано, я уж Конечно. поеду как поеду. Правильно. Хотел ехать в Питер, потому что там еще у меня дрон на этом, на ремонте я не забрал. То есть вообще еще дела впритык заканчиваются. Думал, сегодня днем из сосновобора поеду в Питер, это часов 5 я потратил бы. Вместо этого я собирался дома, и те же часов 5 у меня ушли на сборы. Племяшка вот на качелях. Как тебе диванчик наш? Я тут спал иногда. Давай, вот этот он не дастся. Ты к нему вообще близко не подойдешь. Сегодня баню планируем, шашлык. Да ты что? Пока я не уехал. Это же какая у нас насыщенная программа. Да, за вечер надо все успеть. Собрать вещи. Уже час хожу вокруг машины, кручусь. Никак не это самое. Когда очень много всего, сложно прям. Но это разберемся. Мы с Лизой решили покушать мамину окрошку, которую я не знаю, когда еще мне предстоит покушать. У мамы особая окрошка, очень вкусная. Потому что у каждого окрошка своя. Я люблю очень мамину. Я люблю делать окрошку вот такую вот с этим с таном, Айран, там, айраном, да? кефиром, Кефир, вот. сметанка. Я у тебя так и научился. Любимый Да. рецептик. Даже воду мы не добавляем, да? Не, по-моему? водичку добавляю. А я даже воду не добавляю, я все на айране делаю с кефиром. Не, ну для меня это кисло. Слишком кисло, да? Да. Да? Лизка, ты опять кушаешь? Так что кушайте на здоровье. Да. Ты берешь компанию? Все, убирай, да? А, Лиза мне компания стала, да? Угу. Я ему накидала, а он с полки. Как здорово, что родня приехала. Когда вы к нам последний раз приезжали? Много лет назад, да? И вот именно сегодня я на денек 30 задержался. назад. Ага. С бабушкой сфоткайся. И Ну здорово, я-то не что... 30, я Ну вы каждый почаще к нам ездите, да. год. А я вот Она сегодня не каждый выехал, год и вот ездит, как раз когда есть ей возможность, чтобы меня проводили. Ой. Вот у меня стол, плитка для готовки. Здесь у меня еда уже. Мама мне собрала гумпомощь. Накупила всего. В общем, там такое, что готовить можно. Крупы, тушенка. То есть все вот у меня будет. Полевая кухня. У меня будет все обеспечено. Здесь вот у меня как раз вот здесь разбирается там котелок, сковородка, хозяйственные. На эту чуть прибрался. Здесь у меня есть газовая горелка. Воду кипятить быстренько. Оп, такая. Я на ней воду кипячу. Кстати, классная штука. Я тебе сейчас покажу. О, целый баллон газа нашел. Ну, в общем, еще дома вещи. Сейчас я тут что смогу упакую. Надеюсь, все поместится, Лиза. Все, поместится. Обязательно должно поместиться. Слушай, насколько все зависит от разных факторов. Я, если честно, немножко в напряжении. У меня какой-то кашель начинается, горло начинает побаливать. И так вот со вчерашнего дня вот я такая вот. Я сейчас всяких таблеток там, всяких штук пытаюсь, отпиваюсь там, чем могу. И меня это очень что-то я переживаю по этому поводу. Если вдруг простыть, это я даже не знаю, что мне делать. Если я буду в Вологде, это где-то, надеюсь, все будет нормально. Ужинаем, провожаем меня в дальнюю дорогу, в Якутию. И вот хотим всей семьей, собрались с родными. Кто помнит, я буду по дороге в своем путешествии собирать поздравления для народа Якутии с праздником Иссех, который будет в июне
Это самый важный для народа Якутии праздник. Ну, такой даже больше, чем Новый год, его многие воспринимают. Это прям он долгожданный. И еще в этом году столетие Якутской автономной Советско-социалистической республики исполнилось, то есть юбилейная такая дата. И вот именно с этим тоже связано мое путешествие, с этой датой. Я хочу собирать поздравления от разных народов, от разных людей, с разных уголков для народа Якутии. И вот первое поздравление я хочу передать от своей семьи. Вот мы с родными собрались. Ну, для моей семьи еще Якутия стала таким особенным уголком, потому что Якутия меня приютила. Вот 3 года назад я уехал, покинул родное гнездышко. У меня большинство вот родных здесь, в Питере, находится. Ну, половина, наверное, да, как кто-то в Воронежской области. Соответственно, да, я уехал далеко, на другой край вообще нашей родины. И вот она меня очень тепло встретила, приютила, дала мне вот, ну, просто приняла меня как родного, и я полюбил Якутию. Поэтому вот, только за это спасибо от меня, от всех моих родных. Ну, я думаю, все присоединятся к поздравлениям, да? Конечно. Мы присоединяемся, поздравляем с вашим великим праздником, столетием Якутии. Да. Да, юбилей. Юбилей. Ну и хочется сказать еще, что народ, который выживает в таких суровых условиях, достоин, наверное, особого такого уважения, почитания, потому что там условия ведь очень непростые. И тем, что они занимаются вот скотоводством или как-то вот выживают, это просто достойно уважения, хотя мы мало о них знаем, но вот очень хочется их вот, как сказать, уважать, тепло вот всегда относиться к ним, честно, вот хотя мало что знаем, но вообще такой народ, вот, который, я и говорю, выживает в таких условиях, очень достойное уважения, почитания. Молодцы! Мы вас любим, ценим. Вы молодцы. Через нашего Игорька полюбили Якутию, хотя раньше мало что о ней знали. Вот мы, например, родители. А сейчас мы очень любим Якутию. Просто и народ обожаем. Любим, и народ Якутии. Я старался. Да. Еще вот хотел сказать, что несмотря на суровые такое, ну, условия, жизненные условия, люди все очень позитивные. Вот мне это прям очень нравилось. Все всегда улыбаются, такие вот, ну, то есть это как бы они, получается, этим перевешивают те тяготы жизни, которые я это прочувствовал на себе, что по-другому там не выжить. Поэтому только на позитиве вот они показывают хороший пример. Вот, так что всех с праздником! С праздником! Поздравляем! Молодцы! Здоровья вам! И Здоровья, действительно, процветания, счастья! Да, успехов во всем. Мы за дружбу народов. Да, Мы да, уважаем, любим действительно всех, кто вот воссоединился с Россией. Мы действительно их очень ценим. Хочется вот действительно передать горячий привет от нас. Вот за эти слова отдельное спасибо, это прям вот моя концепция. Ну давайте кушать, все. Да, спасибо. Вступление было. Да, колбаски у нас и все. Надя, Печеные. подползай. К нам в гости пожаловали наши домашние животные. О, парочка пришла. Красавчики какие. Ой, ежички. Это наши. Давайте, ёжички. они же тут живут где-то, да? у нас? Живут они у нас, у них хорошенькие. Они приходят и есть эту кошачью еду доедать. А давай насыпем ему. Да нет уже ничего. Ты маленький. Сейчас молочка Элиза принесет. Ирик, следите, чтобы они не убежали. Сейчас молока. Да как следить они? Нашла молоко? Я на дверке. Стой, малыш. Не уходи. Где мы им землю наберем? А вот сейчас моя любимая грядка, она, как говорится, целинная. Сюда мы только кроме там золы, чего-то такого не носили. Это моя самая первая весенняя грядка цветы. Вот цветочки. Здесь нарциссы, примула, Ты как у тебя здесь? лилии и всякие цветочки. Прям... И земля здесь шикарная просто. Прям не заметил, как все позеленело. В дороге я планирую собирать землю в разных уголках нашей большой необъятной родины. И вот первый контейнер — это земля с моей родной дачи, с моей родной земли, соснового бора. Ну, это будет питерская считаться у нас. Червячков. На баночке напишу Питер. Ну вот именно. Червячков тоже хочешь положить мне? Я не хочу, и жалко. Я их Да. очень люблю. Они И- помогают, да. Это самые любимые мои животные на даче. Червячки, да? Да, Мгм. Да, это тоже живые создания. я их люблю. Я их стараюсь всегда. Они любят под какими-нибудь такими
под доской, под листвой, ну, в любом месте располагаться. Я их переношу на грядки. Хватит? Или еще? Ну еще полную давай. Ну хотя, да, чуть больше половины, в принципе, полную не обязательно. Потому что я пока не решил, что я буду с этой землей делать по результату. То есть у меня будет куча контейнеров с каждых мест. Возможно, я это все объединю в один какой-то. В музей. Да, либо оставлю так по отдельным контейнерам. Ну, какая хорошая земля, да, действительно. Вот это торфяная земля, северная торфяная земля, целинная. Здесь раньше было болото. Угу. Когда мы взяли здесь участок, рядом я ведро клюквы набрала. А, да? Вот здесь вот буквально. Поэтому здесь вообще было болото. Но мы Да. разработали, болото превратили в город-сад. Сколько земли сюда навезли, да? Да, всё сколько труда, сколько земли. И теперь у нас тут уже не болото. это? Мгм. Класс. Ну все. Первый контейнер А тут как он готов. Ну вот это закрывается? надо скотчем не заделывать. М. Вот какие нашел контейнер, долго не мог найти что-то подходящее, но вот эти вроде такие компактные, потому что мне их надо будет штук 25 где-то. Так, я хочу маминой рукой первую, давай, пиши, Санкт-Петербург. Мгм. Готово. Баньку все принимаем. Время 12. Папа приехал со смены. с Всем работы. привет, доброй ночи. Папа у нас атомщик, на станции работает посменно. Вот сегодня у тебя дневная, да, это считается? Нет, это вечерняя смена сегодня. Дневная это в утро идти, Да. вечерняя днем уходишь, и вот еще ночные потом. Что да? ночные? Ночные были только что. По да. чуть-чуть, ну вот, да. Сейчас вечерние. Сегодня, завтра, послезавтра. Дождались папа. Да. Пап, мы тут поздравляем все Якутию со столетием. Ты тоже поздравлял? Я поздравлял с тобой. Да, вместе, ну давай еще пару слов. Передай. 100 лет это очень много. Хотя для Вселенной 100 лет вроде бы крупинка, а для человечества 100 лет это, ну, человеческая жизнь даже. Век, это Это Да, вот, целый век. да, целый век. Так что Якутии развиваться, процветать и процветать. С каждым годом все лучше и лучше. И природу берегут якутскую. Чтобы пожаров не было. А то, что Ну, население бережет папа как может. хочет на рыбалку Да. приехать же. Да, для тебя сбережем, в следующем году постараемся. Да. Так что всех поздравляю с праздником. Всех благ. Ой, самое. А ты немножко о своей работе расскажи. И ты же инженер, у нас строитель Ну, по я образованию. строитель, да. Закончила институт инженерно-строительный Воронежский. Всю жизнь работаю по своей профессии. То заказчиком, то подрядчиком. Сейчас генподрядчиком. Мы строим объекты атомной станции в Турции. Сейчас в Венгрии хотим строить. И по нашей стране Курскую. Строим Ленинградскую. Сейчас уже третий блок. Третий блок. Ага. Новый третий. Готовимся. Уже изыскательские работы закончились. Уже скоро начнется стройка. Вы, получается, руководите всеми работами? Ну, Мы генподрядчик, мы да? контролируем. Мы как Контролируем. генподрядчик контролируем работы. Я лично работаю в отделе внешних аудитов. Мы проводим аудиты организаций на предмет соблюдения всех требований, как документально, так и при производстве работ качества. Начиная от лицензии, заканчивая качеством работ. То есть полный цикл. Все проверяем, выявляем несоответствия, организация устраняет. Ну, на ваших плечах качество вообще Качество. будущей атомной станции, да, Ну, на наших получается? плечах качество получается, да. Мгм. Ну, хотя строительный контроль качества контролирует ежедневно, а мы глобально, периодически. Дождь пошел. Время уже час ночи. Вставать я хотел в 7 где-то. Ну, посмотрим. В дорогу невыспанным лучше не ехать. И вот у нас 5 литров, да, насобиралось? Да. Капельницу закрываем. Пережимаем. Я бы с собой взял соку березового, попал храниться О. как-то. Сейчас вот так вот. Надо будет налить Чик. полторашку. Сюда вот. Раз. Пошли. Все, давай, проходи. А это еще можно будет еще добыть, да? Можно, наверное, да. Если будет, да? Круто. Ну, почти собрался, с дачи вещи все упаковал. Осталось дома только там еду, какие-то личные еще вещи. Ну, в общем, как бы я на самолете летел, если бы я решил так добираться до Якутии, я не знаю, когда столько шмоток. Но я бы половину оставил. Здесь как минимум целый чайный рюкзак у меня. Время 3 часа ночи. Завтра, наверное, часов в 9 буду вставать. Рано, наверное, не смогу.
Единственное, что мне что-то не нравится, першение в горле у меня и в легких. Что-то какое-то совсем нехорошее. Но, надеюсь, сейчас попью что-нибудь молока на ночь с медом. Надеюсь, стану нормальным. Ну что, снимаю как есть. Чего я, ну, не скажу, что боялся, но вот все-таки мыслишки были, что самое главное сейчас, чтобы здоровье не подкосило перед дорогой. И вот, вчера вот ходил бы, напивался каких таблеток. На ночь там прям молоко, там мед, сода, яйцо, желток, там есть рецепт. Пропотел хорошенько, но встал сегодня и понимаю, что ехать. И вот сейчас интенсивно лечусь. В Вологду, получается, я уже не смогу поехать, потому что по графику дальше Москва, и там Александр уезжает уже на вахту. Но я учусь из всего извлекать пользу, по крайней мере, относиться так к этому. Значит, так надо было. Значит, пока я еще побуду здесь, подлечусь. Коля, он хотел приехать в Питер, познакомиться с моими родителями, а так мы бы встречались в Москве. То есть он не успевал сейчас в Питер приехать, и уже появилась возможность ему приехать сюда. То есть это уже положительный момент. На бензине сэкономим, потому что круг до Вологды это такой серьезный круг в 1000 там с лишним километров получается. Я не считал. Ну, конечно, вот эта ситуация, я вот в Крым также уехал, и все было хорошо. Я думаю, сейчас там, ну, вот, в октябре, ноябре там путешествую и слег вообще на, ну, ковид, потому что был на 1,5 месяца. Сейчас, ну, надеюсь, я за несколько дней поправлюсь. Ну, вот здоровье, конечно, это такая тема, надо следить. Надо. А у меня иммунитетик еще такой вот. Мне запретили купаться после операции. Там я на вены еще сделал операцию, я не рассказывал. Еще там варикоз у меня был на нос. И вот то, что я закаляюсь, я стараюсь иммунитет этим укреплять. У меня он такой себе. Я раза 3-4 в год простываю. Ну, кашель, трахеит, бронхит, вот такой ОРВИ. Так что вот сейчас, в общем, не знаю, как дальше пойдет, но я все-таки решил это снять и оставить, потому что вчера вот я так активно стартовал, с семьей мы были, так вот, ну, я еще не смотрел, но мне кажется, так вот, ну, надо этим с вами поделиться, поэтому оставляю все как есть, чтобы понимали, что все-таки вот жизнь такая штука, что, ну, если обо всем этом думать и прогнозировать и мыслить, что как вдруг это, вдруг то ничего и не сделаешь, поэтому я все равно нацелен и дальше делать то, что я хочу, несмотря на все эти сложности. Вперед и только вперед. А пока всем здоровья, буду поправляться. Посмотрим, как скоро я встану на ноги. Что это такое, барыш? Что это такое? Ну иди сюда. Давай, давай. Друзья, в итоге это видео я решил выпустить по факту, когда буду понимать, что у меня со здоровьем. Сейчас вроде как полегче, хотя еще надо бы посидеть дома, подлечиться. А так первые 3 дня вообще слег конкретно. И даже вас с праздником не поздравил, даже не было сил что-то там написать. Поэтому, хоть и с запозданием, поздравляю всех с прошедшим Великим Днем Победы. Одним из самых сильных и важных праздников для всего советского мира, русского мира, да и вообще для всего мира, в принципе. Ну а те, кто сегодня об этом забывает, я надеюсь, это временное явление. И время скоро расставит все по своим местам. О, барон ты тут весь в этом. Поэтому всех с прошедшими праздничками. Ну, а по ситуации на сегодня, ну, вот сейчас я так уже получше, хотя у меня еще ухо заложило, что-то не знаю, что с ним. Может, к лору надо идти, нос, что-то еще так. Ну, я надеюсь, что к началу следующей недели, к середине, там, число 15-17 мая уже все будет нормально, можно будет стартовать. Зато я побольше побыл с родителем и кое-что доделал, ну, вот, что мы не успевали сделать по факту отъезда моего. Я успеваю в Питере обклеить машину, потому что я думал, что я буду клеить уже в Москве, я тоже не успевал, если бы я выехал 8-го. Коля ко мне сможет приехать в Питер, сейчас смотрим билет, на вторник он где-то должен уже сюда прилететь, а не в Москву. То есть мы сможем вместе стартовать уже, так бы я один поехал до Москвы. Ну, через Вологду, жалко, что я не попал в Вологду, конечно, очень жалко, но принимаю все как есть. Вот, так что скоро
ничего меня не остановит, тем более такая мелочь, как небольшие сбои по здоровью. Скоро восстановлюсь, буду в строю, и мы продолжим. Продолжим большое начатое всеми нами дело. Еще раз всем спасибо за поддержку. И у меня есть для вас очень хорошая новость, о которой я поделюсь с вами в следующем видео. Чуть позже я его снял ранее, но не доделал, надо его немножко доделать, обработать. Там все расскажу о своих планах на это лето. Я думаю, многим из вас эти новости понравятся. Вот, ну все, хватит. Все, давайте всем пока. Тяжеловато еще разговаривать. До следующих встреч.